Всем привет, с вами Болотимиров. Мы продолжаем освещать беззаконие судей, прокуроров, правоохранительных органов в отношении нашей команды. Судья Первомайского суда посчитал правильным отказ прокуратуры в возбуждении уголовного дела по факту незаконной прослушки наших сотрудников, появлению в социальных сетях информации из изъятых сотрудниками ГУВД компьютеров и по еще нескольким эпизодам. Но обо всем по порядку. При обыске изъято процесса черного цвета марки One Star. Итак, в январе в нашем офисе прошел обыск, у нас изъяли ноутбуки, компьютеры, носители информации. Буквально через 3 дня после изъятия в сети начали появляться финансовые документы из наших ноутбуков с очернением нашей команды, а также телефонные разговоры сотрудников Темиров Лайф. Менеджердегі австриец, он на русском хорошо говорит. Он не стискан. Мол акча дегенибиз сырттан келген акчага түзүлгөн компаниясы журналисттик гана иш эмес, ары барса эң каржылуу булак деген. Прокуратура при проверке подтвердила, что файлы с информацией, показанные в интернете, были на наших ноутбуках, но решила отказать в возбуждении дела. Более того, в сеть попала обрезанная версия следственных мероприятий, которая снималась сотрудниками милиции. Нет, здесь где? Вот здесь Слабый, да, второй показывает? Ну, здесь чисто вот. Обрезана она была до того места, когда анализы на наркотики вышли отрицательными. Специально, чтобы показать меня, Болота Темирова, наркоманом. МВД сами себя расследовали и пришли к выводу, что в наркологический центр ворвались, как они называют, сторонники Темирова и сняли якобы это видео. А теперь посмотрим видео, которое доказывает, что туда не пустили даже адвоката, не то что сторонников. А вместе с сдачей анализов были только врачи, я и 2 сотрудника милиции. Вот вам вообще что говорят? Они арестуют вас или что? Это адвокат. То есть в своих проверках служба внутренних расследований просто нагло соврала. И на основании этой лжи, даже не проверив, прокуратура выносит решение отказать в возбуждении уголовного дела. А судьи этот абсурд поддерживают. Оставайтесь с нами, и дальше мы покажем еще больше разоблачений наглой лжи власти и их приспешников. Если вы хотите видеть не только вершину айсберга, но и то, что под водой, я прошу вас поддержать, стать нашими патронами. Мы станем еще сильнее и будем сносить коррупцию на корню. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Итак, посмотрим социальные сети. Провластные фейковые аккаунты вылили немало видео с наглой ложью про команду Темиров Лайф. При этом перевирались именно те документы и записи телефонных разговоров, к которым имели доступ лишь сотрудники правоохранительных органов. То есть тролли и боты работают в тесном взаимодействии с органами, о чем случайно сболтнул один из таких троллей. Өзүндө иштегендерлерге жана бульбулятырлар чектиртип, наркоман кылып, ар бир эркектер менен жаткырып, мына ушуну чыгарасың, чыгарбасаң мондо болот деп өздөрү ноутбугуна, компьютерине сактап койгон үчүн мурда улуттук коопсуздук мамлекет комитети кармагандан кийин өздөрүнүн ноутбугунан бул акмактардын видеолорун тапкан. Их главная задача – это очернить нашу команду. Ради этого работает вся государственная машина, целые телеканалы и фабрики троллей. Правоохранительные органы фальсифицируют уголовные дела против членов нашей команды, организуют слежку, подслушивают наши телефонные переговоры. Прокуроры и судьи узаконивают этот беспредел. Фабрики троллей не только очерняют и распространяют лживую информацию про нас, но и также пытаются устраивать провокации и подставы. Послушайте, что говорит этот тролль. Мен силерге дагы бир ачуучундукту айтып коеюн. Мен менен сүрөткө түшкөн бир бала мени тааныган бала. Бир жерге резюме таштапыр, жумушка кирем деп. Ошондо Темир Лайф чалыпыр. Бекзат жөнүндө эмне маалымат билесиң? Башталгычка биз Темир Лайфтан чалып атабыз. WhatsApp'tan сүйлөшкөн болбойт. Сигнал дегенден чал. Сигналдан сүйлөшөлү. Бекзат жөнүндө информация бере турган болсоң,
биринчи эле $5000 төлөп беребиз. Андан кийин дагы жакшы информацияларды биле турган болсоң, ставкаңды көтөрүп, сага акча төлөп беребиз деп айтып. Вся их работа основана на лжи. Если этот тролль получил награду за эту постанову, то деньги на ветер. Его человека мы сразу раскусили и сохранили всю переписку и записали весь разговор встречи. Бұл маған Лезбек обещать еткені $1000 берем деген да. Мен, например, квартира алсам, азыр холодильник деп жестірем бастап. Сага ушунда канча керек болот? Ушу 1000 болсо нормально. Бирок биз чынын айталы, эч жерден материал алып, сатып алып, же бирөөгө сатпайбыз. Биз болгон чындыкты гана берип жүрөбүз. Во всех судах мы получаем отказы. В театре абсурда участвуют все: сотрудники правоохранительных органов, спецслужбы, прокуроры, продажные журналисты, лживые блогеры, фабрики троллей. Закона для них не существует, но рано или поздно все это закончится. И всем им придется все-таки ответить по закону. А мы же продолжаем собирать информацию и доказательства. И вместе с нашими зрителями задаемся вопросом: а кто имеет возможность и власть, чтобы вся эта государственная машина работала по уничтожению нашей команды? Кто же управляет судьями, прокурорами, следователями, оперативниками? Кто? С вами был Болот Тимиров. До новых встреч.